Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 января по 3 февраля 2020 года для водолеев. На Таро посмотрим отношения, работу, финансы. На цыганском оракуле посмотрим совет на неделю. Для водолеев самые важные события, то, на чем мы будем концентрировать свое основное внимание. И здесь выпадает карта Королева Пентаклей. Две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу. Это карта для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу. И карта для тех, у кого свое дело. Карта на финансы. Посмотрим сначала общие события недели. Эта карта говорит о хорошем здоровье, о удаче в делах, о том, что у нас во всем порядок, о том, что у нас правильные здоровые привычки, и все, что нас окружает, оно нас радует. Мы сами создаем свое окружение, мы окружаем себя только тем, что мы ценим, что мы любим. И, кстати, наши близкие, наше окружение, наши партнеры, они нас тоже ценят. То есть действительно для водолеев очень хорошая неделя в плане вот такой гармонии. Действительно все на своих местах. В жизни есть опора, есть финансовая безопасность, есть понимание, что мы можем действительно многого достичь и в деятельности, и в отношениях у нас все ладится. Есть возможность либо получения каких-то хороших денег, либо покупки какой-то крупной, либо есть возможность заработать и отложить на какие-то важные цели. Действительно очень хорошая карта, которая говорит о такой стабильности, о уверенности в завтрашнем дне, о собственной ценности, да, когда мы действительно уважаем себя, когда мы любим себя, относимся к себе с таким почтением, да, не просто это что-то надуманное, а когда это все за дело, то есть мы действительно что-то такое в жизни сделали, создали, да, и есть нам за что себя уважать. То есть у нас действительно есть на что опереться. Также к нам люди относятся с большим уважением. Может быть, если у нас и есть какие-то преграды, то мы сами их себе создаем просто для собственного комфорта. Но можем легко их и перешагнуть. Да? То есть просто мы себе устанавливаем какие-то правила, ограничения для того, чтобы нам же самим было комфортно, но мы можем легко за них и выйти. Сначала посмотрим отношения. Для тех водолеев, которые находятся в паре, выпадает семерка мечей. Карта говорит о том, что могут быть какие-то вопросы в отношениях, которые связаны с появлением каких-то третьих лиц, вмешательством, да, это не обязательно может быть человек противоположного пола, это могут быть там родители, какие-то друзья, в общем, все те, кто вмешиваются в нашу жизнь, в нашу пару, и карта говорит о том, что не нужно этого допускать, нужно пресекать эти все попытки вмешиваться в вашу личную жизнь, кто бы это ни был. Кроме того, эта карта говорит еще и о том, что каждому из партнеров стоит уделять внимание еще и собственному развитию, да, развитию своих каких-то способностей, талантов, потому что быть одним целым в паре этого мало, нужно еще и быть самим по себе человеком, который что-то знает, значит, что-то может, человек, который ценен, который не похож на других людей. То есть действительно нужно повышать собственную ценность, индивидуальную ценность. Нужно поставить, может быть, себе какие-то важные цели, индивидуальные. Может быть, нужно какие-то, может быть, образование повысить, может быть, внешностью заняться. В общем, здесь все зависит от того, какие у нас цели и задачи. Действительно, пара – это хорошо, общие цели должны быть, но должны быть и цели индивидуальные. Конечно, они должны
должны как бы хорошо сочетаться с целями, которые в паре. Если у вас нет такой договоренности, то вот на этой неделе желательно бы это все обсудить. Да, как вам вот в паре своей реализовать еще свою индивидуальность. А теперь те водолеи, которые ищут пару, есть возможность действительно встретить человека, который вам покажется вот просто вашим идеалом. Действительно, вот можно встретить человека довольно-таки надежного, да, человека стабильного, с которым будет не только вот комфортно общаться, но и на него можно положиться. Вообще вот эта карта уже какого-то результата, когда мы не только можем познакомиться, но и отношения здесь дальше могут развиваться. Единственное тут предостережение: не нужно идеализировать партнера. Нужно видеть в нем человека, в котором, как и в любом из нас, есть и плюсы, и минусы. То есть не нужно минусы отметать и оставлять только плюсы, да, не нужно что-то приукрашивать. Все должно быть очень реалистично для того, чтобы вы действительно понимали, ваш это человек или нет. И себя точно так же не нужно как-то менять ради других людей. То есть нужно быть собой, нужно обязательно сохранять вот тот образ, который вам привычен, которым вот когда вы сами собой являетесь. Иначе здесь вот не избежать каких-то проблем, когда начнет как бы выявляться, проявляться то, что как бы несоответствие происходит, впечатление и того, что мы на самом деле себя представляем, да, и могут быть потом проблемы. Давайте теперь посмотрим работу для тех, кто имеет постоянную работу. Выпадает карта принцессы чаш. Замечательная возможность для того, чтобы что-то новое пришло в нашу деятельность. Это может быть новое какое-то предложение, новый проект. Могут люди прийти новые в коллектив, и вот каким-то образом они поменяют общую атмосферу. Может быть назначение какое-то. В общем, все, что касается чего-то нового, приятного, здесь вот может происходить. Если вы ждете, допустим, получения там прибыли дополнительной, или вы, может быть, ждете, что вашу работу разрешат, допустим, как бы перенести на удаленную, да, то есть, ну, допустим, из дома работать, тоже вот есть возможность для этого. Замечательная здесь карта, которая говорит о том, что либо вам будут помогать люди, обстоятельства, жизнь, либо вы будете кому-то помогать, и это тоже для вас будет благо, потому что каким-то образом это отразится на вашей деятельности, на ваших финансах и так далее. То есть вы будете просто очень рады на этой неделе тому, что вы делаете. Вы даже не будете уставать, да, у вас будет много сил, энергии и так далее. А теперь те, кто ищет работу, выпадает семерка жезлов. Эта карта у нас вот партнерская, да, когда мы сотрудничаем с кем-то. То есть это может говорить о том, что вы можете справиться с проблемой трудоустройства при помощи других людей, да, те, которые могут вам помочь. Либо вы можете с кем-то на пару искать работу и, может быть, сразу даже устроиться вдвоем. Либо вы можете попасть в коллектив, в котором вы, скорее всего, будете как бы человеком, который инициативу проявляет, который берет на себя ответственность, который является вот как бы опорой такой для коллектива, да. То есть если вот вы попадете в организацию, в которой очень много каких-то сложностей, нерешенных вопросов, много работы с клиентами, довольно-таки непростой, вы действительно можете с этой работой справиться, вы вольетесь в коллектив. Вот эта карта партнерства, когда мы действительно нужны, да, вот на том месте, на которое нас приглашают, берут. Мы можем и дальше расти, мы можем и большие свои цели реализовать, но это потом, сначала вот как бы нужно утвердиться в данном качестве.
Самое главное, вот при приеме на работу, при собеседовании показать, что вы действительно способны справиться вот с таким большим объемом работы или умеете коммуницировать, то есть ладить с любыми людьми и так далее. То есть здесь вот нужно показать свою силу, свою выносливость, свои способности и так далее. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает двойка пентаклей, и карта говорит о том, что денежки будут приходить обязательно на этой неделе, может быть, не такие большие, но постоянные, да, с какой-то периодичностью будут приходить. Будет очень много ситуаций, когда нужно будет приспосабливаться либо к клиентам, либо каким-то условиям жизни, либо, может быть, к работе коллектива. Но в любом случае здесь вы вырулите. Все здесь как бы зависит от того, насколько разумные решения вы принимаете, насколько вы чувствуете людей, насколько вы способны управлять ситуацией, да, приспосабливаться к ней и так далее. Вообще карта, она такая очень как бы приятная, радостная, солнечная, яркие краски. Здесь просто игра, то есть карта рекомендует относиться вот к своему делу как к игре, не усложнять слишком, да, действительно радоваться тому, что вы делаете, любить то, что вы делаете, правильно относиться к тем, кто вас окружает, и к тем, с кем вы работаете. То есть убирать вот излишнюю сложность, важность, зацикленность, как бы дать возможность жизни как бы течь, да, не стараться как бы решать все вопросы там силой, нажимом, чем-то таким, да, то есть нужно вот уметь быть таким гибким человеком. Давайте теперь посмотрим финансы. Финансы для водолеев. В финансах все меняется. Действительно могут приходить какие-то большие деньги. Здесь вот карта, кстати, она часто связана бывает с возвратом долгов, либо когда, допустим, на вас были какие-то обязательства довольно-таки серьезные, и они снимаются, и вы, наконец, свободны. Либо здесь могут, наоборот, приходить деньги банков, да, здесь вот у нас есть денежных карт много, и, может быть, вы действительно будете решать какие-то вопросы, связанные либо с недвижимостью, либо с какими-то крупными покупками, большими вложениями и так далее. Вот как ориентир нужно брать то, в чем вы уверены. Вот у вас должен быть такой внутренний отклик. Здесь вот костер изображен на карте. То есть мы должны как бы чувствовать тягу, желание, страсть к тому, что мы делаем, да, или куда мы вкладываем деньги, или куда мы их тратим. То есть нужно обязательно вот прислушиваться, где важнее их потратить. Огонь – это то, что распространяется, да, то есть если, допустим, вы деньги получаете, нужно делать так, чтобы был рост в них обязательно, да, то есть и действительно у вас такой период наступает на этой неделе, когда это начнет получаться. Может быть, раньше, допустим, были какие-то ограничения, сложности, задержки, то теперь действительно все меняется, и ваши финансы могут пойти в рост. Причем здесь карта в таких сиреневых тонах – это будущее, да. То есть какое-то действительно хорошее будущее вас ждет в финансах. Теперь посмотрим оракул цыганский. Совет на неделю для водолеев. Выпадает карта ожидания. Но карта еще раз говорит о том, что нужно действительно не спешить на этой неделе. Нужно чувствовать себя, чувствовать момент, когда что-то делать, когда планировать, когда подводить итоги, когда просто радоваться жизни, когда подождать нужного человека. То есть здесь вот карта говорит о том, что нужно все делать разумно и спокойно, такое равновесие поддерживать внутри себя. Это касается и отношений, и работы, и вот финансов. Все абсолютно должно быть в таком спокойствии, да, происходить. Если есть у нас мысли какие-то в голове, вот здесь вот на женщине такая красная тут повязка или платок, как раз красный цвет – это когда у нас много активности какой-то, то есть это значит, у нас мысли могут быть очень активны, да, мы можем активно думать, размышлять, но при этом движений никаких мы не делаем лишних, да, пока не приняли какое-то важное решение, не прояснили ситуацию, не нужно
ничего предпринимать. То есть очень все медленно, постепенно. И над ситуацией, над любой, нужно обязательно подниматься. То есть нельзя решать проблему, исходя из того состояния, в котором находились, да, когда проблема появилась. То есть нужно обязательно подниматься, да, то есть мудрее становиться, смотреть на все как бы сверху, чтобы видеть все нюансы. Прежде чем что-то предпринять, нужно взвесить все, оценить, а потом только уже действовать. И тогда наши решения будут правильные. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю замечательных отношений, чтобы у вас удача была во всем. Всего вам доброго, до новых встреч.